Скоро ноябрь, а значит, универвидение уже близко. Самое время пообщаться с победителем отборочного тура и немного больше узнать о представителе нашего университета. Кирилл, здравствуй. Добрый день. В каком возрасте ты начал заниматься музыкой? Вокалом и музыкой я начал заниматься с 5 лет. Я пошел в музыкальную школу в подготовительные классы, окончил ее по классу специальности фортепиано. Ну и на этом мое профессиональное, можно так сказать, музыкальное образование закончилось. Почему ты решил заниматься музыкой? В принципе, в детстве родители заметили то, что я люблю напевать какие-то мелодии, переодеваться, кривляться, ну и поняли то, что я, наверное, предназначен для сцены. Насколько сложно совмещать учебу в мединституте и занятия вокалом? Ну, сказать сложно, потому что я это практически не совмещаю. Наверное, тяжело. Но тот, кто хочет, всегда найдет время, как мне кажется, для любимого занятия, для хобби. Поэтому все в твоих руках. Помнишь ли ты свой первый выход на сцену? Каким он был? Да, я хорошо его помню. Мне было 6 лет, это был районный конкурс. Я еще тогда был в садике, и я пел песню «Лесной олень». А сейчас как часто выступаешь? Выступаю достаточно редко, потому что учеба занимает основное время, поэтому я грамотно, как мне кажется, расставляю приоритеты и на первое место ставлю обучение. Это правильно. Расскажи, как и почему ты решил участвовать в универвидении? Об этом проекте я узнал на первом курсе, участвовал уже в нем. И на 6-м курсе решил снова попробовать свои силы в данном конкурсе, потому что этот проект достаточно масштабного уровня. Есть возможность поработать с профессионалами, с мастерами сцены, ну и как-то проявить себя, потому что студенческая жизнь уже подходит к концу, дальше начнется работа, и хочется, чтобы в памяти остались вот такие интересные мероприятия. Как готовишься к конкурсу? Подготовка к конкурсу идет серьезная. Я занимаюсь с преподавателем по вокалу практически ежедневно. Мы продумываем образ, в котором я предстану, жюри. Ну и вот на этой неделе буду искать именно сценический наряд. Какие эмоции ты испытал во время объявления результатов отбора? Ну, во-первых, я не ожидал, потому что члены жюри как-то неоднозначно стали говорить о победителе отбора. Ну, конечно же, была радость, потому что я не верил, что второй раз возможно пройти отбор. Был рад, что какая-то маленькая, можно сказать, мечта осуществилась, и я смогу представить университет еще раз на этом проекте. Есть ли у тебя волнение? Ну, волнение, конечно, есть. Я живой человек. Стараюсь как-то себя успокаивать, настраивать на то, что это очередной конкурс, очередной опыт, и его нужно пройти и выступить достойно. Я выступал с песней «В самое сердце» и с довольно уже такой старой песней советского времени «Пообещайте мне любовь». Выбор песен был, наверное, случайным, потому что я хотел просто спеть на конкурсе любимые мной песни, получить удовольствие, а там уже как будет. Что ты ждешь от федерального этапа универвидения? От федерального этапа я жду, во-первых, каких-то новых эмоций, общения с профессионалами, ну и знакомства с новыми ребятами. Что ты пожелаешь себе и другим участникам универвидения? Я, конечно же, пожелаю отличного звучания, хорошего самочувствия, ну и удачи. Спасибо за беседу. Приходите поддержать Кирилла 6 по 11 ноября на национальном музыкальном проекте «Универвидение».